Город Якутск находится в долине Туймада на левом берегу реки Лена, в среднем ее течении. Находится несколько севернее параллели 62 градуса северной широты, вследствие чего в летнее время наблюдается длительный период белых ночей, а зимой светлое время суток длится всего 3-4 часа. Именно поэтому, наверное, местное население старается создавать в своих квартирах яркие, неповторимые интерьеры. Это первый выпуск передачи «Звезды делают ремонт». Господа, у нас с вами сегодня потрясающий праздник. Ведь, как говорят, каждая погода благодать. Посмотрите в сторону своего окна и порадуйтесь сегодняшнему дню. Ну а мы продолжаем. Это передача «Звезды делают ремонт», где известные личности делают ремонт своими руками. Да-да, вы не ослышались. Своими звездными руками. И доказывают вам, что можно все, возможно и абсолютно несложно. И что? Поехали! Нам досталась однокомнатная квартира с черновой отделкой в центре города. Как видите, стены смотрят на нас с голым бетоном, а потолок и стены будем выравнивать. В условиях хозяев можно чудить и колдовать, но в пределах разумного. Итак, что ждать? Приступаем к ротбанду. Для выравнивания стен мы пригласили мускулистых парней. Андрей Слепцов – яркая звезда якутского инстаграма. Андрей работает, занимается спортом, интересно ведет блогерскую деятельность и даже снялся в якутском киносериале. А играл он там антагониста и весьма убедительно. А помогать ему будет его друг и коллега Марк Амосов. Марк Амосов тоже является ярким явлением якутского инстаграма. Марк занимается спортом, занимается блогерством. Человек яркий и очень легкий на подъем. Ребята с радостью согласились помочь нам с работой по выравниванию стен. Процесс размешивания ротбанда к использованию несложен и занимает немного времени. А как это делается, описано в инструкции на каждом мешке. Простыми словами так. Набираем холодной воды в емкость, засыпаем аккуратно понемногу сухую смесь ротбанд. Далее строительным миксером все это смешиваем до получения однородной массы. В процессе размешивания можно добавлять и воду, и смесь. Остается перед началом замешивания знать, какое количество нужно для работы, так как после начала застывания раствора уже невозможно и неправильно будет добавлять воды. Первым к работе приступает Андрей Слепцов. Ребята раньше никогда не занимались выравниванием стен, но к делу приступают с энтузиазмом и с неподдельным интересом. Веду активный образ жизни, тренирую, мотивирую людей. Люблю очень заниматься общественной деятельностью. В общем, на самом деле я очень такой активный, и я всегда за добро и за справедливость. Детство как проходило? Я жил, получается, в частном доме. Маленький частный дом с родителями. Нас, получается, в то время было 2 ребенка. Я с сестрой. Вот. Но ремонт был обычный, не сказать, что прям дорогой, как сейчас вот делает ремонты. Все скромненько жили. Вот.
а потом потихоньку, тебя уже зачем? 17-й квартал, я там вырос, я там родился, можно так сказать. Вот, как вы все знаете, там стоят ЧБшки, двухэтажные деревянные дома. А ремонт у нас в квартире был, ну, такой максимально, наверное, легкий. Просто поклейка обоев и покраска. Все, в принципе, ничего там такого прям супер сверхъестественного не было. Чем занимаюсь по жизни? Ну, у меня есть любимая работа. Она мне позволяет заниматься другой деятельностью, такими как блогерством и так далее. Спортом еще люблю очень сильно заниматься. Экстремальным спортом особенно. Например, сноубординг обожаю, горные лыжи, скалолазание. Ну, сноубордингом можно, да везде, вот, где у нас Маран есть. В Техтюре в основном катаются. Вот. На водных лыжах летом тоже очень классно. Можно покататься, аренду катера. По сей день мечта слетать в Швейцарию. Там очень большие горы, очень развитая инфраструктура там, именно горнолыжного спорта. Вот. Я обязательно туда поеду. Вторым берет инструменты в руки Марко Мосов. Парень следит за работой своего друга и поэтому накладывает смесь уверенно. Зачем мы выравниваем стены, пытаясь добиться их идеальной ровности? Ответ прост – эстетика и удобство нанесения финишного покрытия, например, обоев. Ведь чем более гладкое основание будет в итоге, тем легче состыковать полотнище. Выровнять стены можно штукатуркой, обычным способом или с использованием маяков, своими руками или при помощи профессионалов. Вот так надо делать. Такое, если честно. У меня есть на самом деле слух, но именно в плане голоса нужно все-таки этому учиться. Спортом я начал заниматься еще с раннего детства. С 7 лет меня отправили на секцию кикбоксинга, волейбол-тур. Вот. И так началась моя, как сказать, спортивная жизнь. Ну, мои ближайшие планы. Хотелось бы, на самом деле, очень активно развиваться в блогерской сфере, также получать новые знания, новые навыки в спортивной области. И также я сейчас учусь на юридическом факультете. Мне это тоже очень нравится. Многие страны нравятся, на самом деле. Нравятся, в принципе, страны Азии, нравится Южная Корея. Хотел бы съездить в Японию. Также хотелось бы съездить и в Европу, конечно же. Тоже, вот, как говорил до этого Андрей, в Швейцарию можно было бы съездить, хотелось бы еще съездить в Англию и куда-нибудь подальше на запад можно было бы съездить в Канаду, либо в США. Ну, во-первых, я всегда себе хотел большую квартиру. Хочу, чтобы была она светлая. Знаете, интерьер хочу, чтобы был более европейский. Я люблю светлые цвета. Хочу, чтобы было, ну, декор. Хочу, чтобы было более, знаете, как сказать, декор тухтивнее. Ну, хочется, знаете, более дорогой. Ну, это мечта, конечно. Хочу дорогой ремонт, чтобы все было качественно. Вот такая вот у меня мечта. Делая выравнивание радбандом по маякам, помните, что любая гипсовая штукатурка подходит только для стен в сухих помещениях. Хотя производитель и гарантирует, что его материал не боится воды, лучше перестраховаться.
говорится, ремонт никогда не заканчивается, он только приостанавливается. Мы уже закончили штукатурку стен и мелкие детали. А все началось с обычной мысли. Могут ли звезды справиться с ремонтом? Насколько им подвластны сложные ремонтные задачи? По ходу мы будем интересоваться их мыслями о том, какую видят они идеальную квартиру, ну и, конечно же, про сам ремонт. Следующие наши гости – это Михаил Сергеев и Кристина Соколова. Михаил Сергеев работает на национальном телевидении и радио. В прошлом работал в сфере ЖКХ, Министерстве транспорта, автор учебника по транспорту, вел новости, был директором телевидения. Сейчас он организовывает гала-концерты и массовые мероприятия, продюсирует одновременно несколько телевизионных проектов и шоу, а также ведет утренние, музыкальные, кулинарные, развлекательные программы на ТВ и радио. Кристина Соколова, известная инстаграм-пользователям под ником «Луна зовет». Краса Якутии 2012. Визажист, стилист НВК «Саха». Многие яркие образы телеведущих на НВК «Саха» – работа нашей следующей гости. Кристина работает в бьюти-индустрии, профессионально владеет мастерством макияжа, фотомодель и блогер. Снимается в якутских сериалах и музыкальных клипах. Совсем недавно мы видели Кристину в новом видеоклипе Людмилы Спиридоновой «Туярыма». Привет всем! Сегодня мы пришли в салон керамической плитки «Узоры». И будем выбирать плитки для нашей ванной комнаты. Давайте вместе с нами выбирать самую качественную и современную плитку. Здравствуйте! Здравствуйте! Я Миша. Я Кристина. Очень приятно. Меня зовут Алина. Вы ищете плитку для вашей ванной комнаты. Да, и мы хотим выбрать, мы пока не знаем, какой стиль нам вообще выбрать, и смотрим вариант. Ну, хотелось бы не отставать от трендов, что-нибудь такое популярное, красивое. Вы сделали правильный выбор, что подошли к нам, а я вам помогу выбрать то, что вы ищете. Мы и не сомневались, что пока шли сюда. Ага. Вы знаете различия керамической плитки и керамогранита? Если честно, нет. Я тоже нет. Ага. Керамическая плитка, она более хрупкая, чем керамогранит. Керамогранит обычно используют на полы и на стены, а керамическую плитку обычно клеят только на стены. Вот представлены керамические плитки для стен. Визуализацию вы можете посмотреть здесь, как будет выглядеть. Ну, прочнее керамогранит. Да. Ну, на ванную комнату можно и керамическую плитку, не обязательно керамогранит. Вариантов, оказывается, тут у вас Да. превеликое множество, да? Да. И еще есть плитка для фартука. Такие вот элементы печек. Это декоративные элементы, они украшены витрозой, это витроза, и благодаря этому они блестят и выглядят более красиво. Вот эту плитку вы можете постелить на пол, например, в прихожую, если вам нужна плитка в прихожую. Идеально подойдет для прихожей и для кухни. И основную базовую... Можно подумать. Да. Можно сделать как панно, например, украсить вот таким декором панно И совместить с ними, да? совместить вот с этой белой плиткой. Все равно, например, вы можете чисто декор использовать на полу или же совместить с белой основной базовой плиткой. Тоже вариант. Да. Ну, нас интересует, конечно, наверное... Да, тренды. Да. Да. Сейчас очень популярно облицовать ванную комнату керамогранитами. Это керамогранит под дерево. Ее сочетают обычно с плиткой под мрамор и под бетон. Смотрите, сочетание дерева и такой серой плитки. Такое сочное, грубое сочетание. Такая плитка подходит под стиль обычно скандинавский или же минимализм. Вот. Ну, в основном сейчас наши клиенты делают интерьер в стиле сканди, лофт, современная классика.
У наших гостей разделились мнения. Кристина хочет блестящее с бриллиантовыми крапинками, а Михаил интересуется минимализмом, чтобы не было ничего лишнего. Он не может себя представить в блестящем интерьере. Это декоративные элементы. Их можно сделать как панно. Да, или же сочетать несколько рисунков и сделать рисунок пэтчворк. Это называется пэтчворк. Вот сочетание разных декоративных рисунков. Красиво. И давайте откроем вот этот. Ух ты. Да. Вот это мне как-то нравится. И сейчас очень популярно отделать стены и полы с плиткой под мрамор. Есть прожилки разных цветов. Некоторые предпочитают теплые оттенки, некоторые предпочитают больше серые. И вот, например, вы видите серый оттенок. Ну, это минимализм, да? Так благородно Называется. Или как? Ну, вообще мрамор подходит под любой стиль. Вот, например, это больше современная классика. Тоже очень хорошо. Мне нравится. Некоторые предпочитают более монохромные, более такие спокойные оттенки. Для них мы предлагаем вот такие вот керамограниты, более с такими приглушенными оттенками. Представила, да? Это. Мы можем предложить Ванну. еще вам такую мозаику. Надо еще посмотреть варианты. Какая красота! Да, у нас еще есть в продаже мозаика. Это стеклянная. Ее просто покрывают затиркой. Ее куда? Ее можно на фартук. Да. Фартук можно, и ванную можно. Классно На же. ванную, да. А что идея? Но это больше твой стиль. Это просто, ага. Да, есть более такие белые оттенки. Это на ванную комнату можно Полностью ванну. Нет, да? Почему красиво же? Может, кто-то любит более такие натуральные оттенки. Мы предлагаем им такую коллекцию. Есть разных оттенков и с такими вот декоративными элементами. Ну, тоже идея. Да? Можно И блестящих Лето нету. круглый год. В ванной Да. комнате. Ой, персики нравится. Ты Аллах против, да, яркого? больше А как для- можно совместить минимализм и блестяшки? Вы можете интерьер полностью сделать минималистический и добавить нотки чуть-чуть яркого. Например, на фартук можете вот такую мозаику сделать. Тихо и плавно передвигаемся в отдел керамогранита. Ведь в магазине «Узоры» необычайно большой выбор, даже есть плитка с текстурой под кожу. Керамограниты — это 60 на 60 форматы. У нас в продаже есть разные форматы. Можно приобрести 60 на 120, 60 на 60, 60 на 30. Здесь вы можете увидеть обилие разных фактур. Например, это глянцевая лапотированная фактура, а это структурная матовая. А вот это имитация кожи. Представляете, вы видели где-нибудь? Нет. А что иди? Ну это же более... Это можно не использовать в ванной ванную, комнате? Да, можно использовать на ванную комнату, на стены и на полы. Керамогранит, он универсальный. Ну, глянцевые на полы это будет, наверное, опасно. Нет, на самом деле многие Можно боятся... вылить воду и кататься везде. Да, многие боятся глянца. У нас керамограниты, глянцевая поверхность называется лапотированные. То есть у них в производстве есть такой механизм, они покрывают глянцем, отшлифовывают. Благодаря этому у нее такое трение, что вам не будет скользко. А можем проверить? Да, можно проверить. Мы всегда предлагаем матовую поверхность. Есть более гладкие матовые, которые похожи на глянцевые. Например, вот этот. Это имитация мрамора. Ну да. Да. Мрамор, он универсальный, подходит под любой стиль. Можем вам рассчитать по стоимости и сделать 3D-проект, 3D-визуализацию. Вы можете увидеть конечный итог, как будет выглядеть ваша ванная комната. Круто. Да. Тогда можно и не мучиться.
Да, И вы нам скажете, сколько плиток клеить. да, обязательно сколько. А Инна быстро создала на компьютере визуализацию нашей будущей ванны. Эта программа все считает самостоятельно. Итого вам нужно 56 штучек белой плитки и серой плитки 41. А панно у вас будет 2. Здорово. Обычно сколько берут на запас? На запас обычно берут 5%. Вот, собственно, ваша будущая ванная комната. Мы расставили над ванной панно, которое вы выбрали с цветами. Которую она сама хотела. Да, и обрамили это панно металлическим серебристым бордюром. Как хотел, что будет обрамлять такое красивое панно. И основной цвет у вас будет серый и белый. То есть мы, как и вы и хотели, мы сочетали яркое с минимализмом. А что касается доставки? Доставка у нас бесплатная до подъезда. И если у вас ремонт будет не скоро, то вы можете оставить плитки у нас на хранение до 3 месяцев. А если, например, вот мы используем, да, и у нас останется? Да, вы можете вернуть остатки после ремонта в течение 3 месяцев. Да. Что очень удобно. Вы можете приобрести с запасом и потом свободно вернуть. Хорошо, ну так и сделаем. При упоминании о предстоящем ремонте реакция у людей разная. Мужчины начинают тяжело вздыхать и подсчитывать, сколько же им осталось счастливых, беззаботных дней перед этим страшным словом «ремонт». Женщины же превращают это все в навязчивую идею. Им надо сразу все преобразовать, изменить, поменять, и ремонт – это прекрасная возможность. У детей не стоит даже спрашивать, потому что они всегда рады домашнему разгрому. Прием, прием. Я уже здесь. Алло, Вы где? ну что, как у вас там стены? Я поднимаюсь. Сейчас буду. Шпатлевка стен производится как заключительная операция их подготовки под поклейку обоев и покраску. Хотя современные штукатурные технологии и материалы способны дать поверхности, пригодные для любых видов отделки, стоит работа такого уровня очень дорого. К нам присоединяется Айсен Аммосов. Айсен является виртуозом-хомусистом, артистом якутской эстрады с весьма богатым репертуаром. Айсена можно назвать человеком, который сделал самого себя сам. У него было весьма непростое детство. Приехав в город Якутск, он учился и много работал над собой, работал над репертуаром. Теперь он победитель международного конкурса «Бир Кюн» и яркая звезда якутской эстрады. Всем привет, меня зовут Айсен Аммосов, я виртуоз-хомусист, этномузыкант. Определяется готовность смеси для шпатлевки по ее консистенции. Раствор должен быть эластичным и незначительно прилипать к инструменту. Айсен, услышав реверберацию пустых стен, сразу начинает записывать сторис, ведь он инстаблогер. Если материал стекает, он слишком жидкий. Необходимо досыпать сухую смесь и размешивать. Наличие в составе комков указывает, что он очень густой. Нужно долить воду и размешать тщательно дрелью с миксером. Мен биле тоқтарына хасу билимни мен стразалары, кылыбычыгастары генне хасу билимни өлі қадамдық кылыбычыга сейм болон барығын барда. Анта кухоньябын қолабыра кухоньям қадермандық өме улыхан бағай қадерман серебристай меқа қолабыра серебро маған онна қарайын чугасты қолабыра хеп менне классикалар хөбілібін. Оны қадермандық серебристай маңна қадар қаладиндегі маңна икке анақ индебі күрдігі дух камерана дем оларда. Onu kalanlığı görevin kolabora ki hem iştayda tağına da kolabora müştat ola dillerce. Olihimi onun hayta gayebin olihimin nar müştaydı hicabın. Onda bola tüyün bola da min ebehet öyberce müştay kirer kolabora. Onda tuy müştaydı mondak uluhan концерт и номер мечтайды. Айсен говорит, что всегда нужно мечтать. Иногда перед сном он визуализирует, как он выступает на своем сольном концерте, видит каждого зрителя перед собой. Ол күрдік 2
Айсен рассказал о том, как он попал в руки мошенникам. В 2017 году он стал гранд-призером международного конкурса. Ему дали денежный приз в размере 500 тысяч рублей, а также он много гастролировал и копил средства на собственный дом. Деньги он отдал родной тете, которая в те годы активно занималась стройкой. Jeleneme demin bu benim aymakpın bulanmın naha yürübütüm kini elbaq sırtınne firmalardağın bilenmin buton cebe ortada hajarın istemin naha yürümin kaçıbın bartın onu okutum. Ondan onduk oton naha küsküllebiti molok tünler künüstürüyle etim ol bıhıgar kıratık onlamanna kırıyle var bu kulturalı etim kolobura oton onumanı jonga kamile kolobura Onu gülelemmin kolobura jonga onu manongoran bereretin beyamatton kolobura öybünen diye kurduk. Onu gülelemmin nahal bakatçımın bir bitim. Это для меня это очень большая сумма. Но некоторые то ол бюджетом, ол катчы бер бюджетом кыпкыры сумма ден аттылар это. То меха нахал bakatçı боллага ден. Onu боллаганаттан жем хок. Жебин мен албын набыттара. Ondan naha komayabun beyam ayamagam itim yiginin nuk albın nabıtıgar. Ondan bilgin kistebepin. Люди, обманувшие Айсена, были осуждены. Он говорит, что не держит на них зла. Он уверенно говорит, что в скором будущем все равно обзаведется своим домом для своей семьи. Hem bir min üleheppin olus ülelirmin söbülübün ülelemin benim hem bir jeleniyem atan bohuturu bar boluğa ol kurdugoton bilgin min onu sana bappı min ol jonnorgoton jolor bagarabın jollogra bolunlar olhin onto sibespin uje bыстагам дегендери кытта ondan bilgin benim ondan Üstü yıl bolan живот теринен хажыдык олоробун бэм бэбинен тон испер кен туттабын диye касет. Анан күнү доготтор. Айсен желает нашим зрителям не попадаться в руки мошенников. Аккуратными и осторожными движениями Айсен наносит шпатлевку на стены. Работать можно узким малярным шпателем, однако опытные мастера предпочитают широкий, фасадный. Малярный служит для нанесения на него шпатлевки. При таком методе потребуется приложить гораздо больше усилий, поскольку увеличится площадь соприкосновения с основанием. Однако по этой же причине процесс пойдет гораздо быстрее. Не всегда стены нужно шпатлевать до абсолютной гладкости. Например, этого не стоит делать, если обои после декорирования поверхности скрывают небольшие царапины от зачистки. Шпатлевка позволяет убрать трещины и ямки на стене, хорошо выровнять и при необходимости довести ее до идеально гладкого состояния. Это очень тонкая работа. Тем более, что шпатлевка стен своими руками не относится к числу сложных и особо ответственных работ. Ну вот и все. А нет, не все. Наш ремонт продолжается, но вам спасибо, что были с нами. Не забудьте нажать на кнопочку подписаться, поставить лайк, и тогда ваш ремонт обязательно будет идеальным. Смотрите в следующих выпусках. Капитон стелит ламинат, Кюнней и многие другие. Ну как сказать, ну кафель, как кафель. Ну что, дорогие ребята, поехали. Не в камеру же такая. Так. Мои ближайшие планы. Знаете этого Слепцова? Лещей ему накидать. Ты чё? А можем проверить? Да, можно проверить. Раздевайся. А почему? На кнопку подписаться, то ваш ремонт станет идеальным. Будет просто самым качественным, идеальным. Да? Так. Звезды делают ремонт.